Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшик-Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Проблема транспортного сообщения, вопрос энергоснабжения, создание детской площадки и другие актуальные вопросы на встрече президента с жителями села Псху. Первые группы учащихся Академии гостеприимства набраны. Проект направлен на повышение качества услуг в республике. Столичные коммунальные службы приступили к ремонту дороги на переезде под железнодорожными путями с улицы Эшба на улицу Бейгуа. В воскресенье президент Бадра Гунба посетил высокогорное село Псху. В поездке его сопровождали вице-президент Беслан Бигвава и спикер парламента Лаша Ашуба. На встрече с жителями поднимались актуальные вопросы села, в первую очередь проблема транспортного сообщения с остальной частью Абхазии. Глава государства также знакомился с ходом восстановительных работ памятника павшим защитникам Кавказа и посетил пограничное отделение Псху пограnuправления СГБ. Все подробности в материале Шазины Ханагуа. Альпийские луга, горный воздух, захватывающие пейзажи. Псху утопает в зелени и открывает великолепные виды на окрестности и вершины гор. Это село – одно из самых красивых и богатых историей мест нашей страны. Оно расположено в одноименной долине между главным Кавказским и Бзыбским хребтами на высоте 760 метров над уровнем моря. Для жителей села приезд Бадры Гунба стал знаковым событием. Долгие годы у них не было возможности лично пообщаться с главой государства и рассказать о своих проблемах. Привет. Это что? Это мне? В течение недели это можно все сделать. Спасибо большое. Какие красивые цветы. Какие красивые цветы. Ой, спасибо большое. Рад вас видеть. Для меня очень важно сегодня побывать в этом селе. Вы знаете, что по мере возможности оказываем содействие всем нашим селам, тем более такому труднодоступному селу, высокогорному селу и жителям села Псху. Для меня очень важно быть полезным для вас. Конечно же, несмотря на то, что село, в котором вы проживаете, немногочисленное, но при этом наверняка все те же проблемы, заботы еще усугублены тяжелой доступностью. Давайте обговорим, переговорим, где мы могли бы быть полезны и что нужно сделать для того, чтобы жители села чувствовали себя немного комфортнее. На встрече с жителями поднимались актуальные вопросы села. В первую очередь это проблема транспортного сообщения с остальной частью Абхазии, с учетом того, что существующие дороги труднопроходимы. Единственным и главным путем во все времена, начиная с советского периода, здесь было авиасообщение, которое сейчас также не функционирует на регулярной основе. Президент пообещал, что этот вопрос будет решен. Этот самолет сейчас пришел в негодность, уже, получается, нету. А сейчас доставляют все необходимое военные борта, да? Военные борта, да, но сейчас пока дорога по дороге. Это цена чуть больше на вертолетах. Понятно. Многим, может быть, даже недоступно получается. Вертолет это слишком дорого, все равно самолет это самое главное для нас все-таки. И в такое время, в летнее время, это самолет все-таки дорогая вещь, это, а вот сообщение, чтобы было. Большой, небольшой, самое главное, чтобы он был безопасный для граждан. Да, потому что очень страшно было ездить на предыдущем, то, что было. Обязательно, это фактически дорога жизни, да? Именно так и есть. И мы обязательно восстановим, значит, то сообщение, которое было. Сейчас по приезду определенные поручения дадим. Будем искать борт наиболее приемлемый, чтобы сюда доставляли продукты питания, все необходимое бесперебойно. Также обсуждался вопрос энергоснабжения. В селе есть собственная ГЭС, требующая ремонта. Бадра Гунба заверил, что возьмет эту ситуацию под личный контроль и будут приняты меры для ее решения. Жители села обратились к главе государства с предложением закрепить за селом штатного специалиста Черноморэнерго для своевременного реагирования на возникающие проблемы. Президент пообещал помочь в решении и этого вопроса.
турбина одна работает сегодня на село. Зимнее время есть, декабрь, январь месяц. Не хватает нам электроэнергии. Бывают такие сбои. Самое главное, турбины уже готовы, там техническая часть остается, установка, да, значит, площадку организовать. Тоже переговорим, решим этот вопрос. В ближайшее время кого-то из специалистов направим сюда, чтобы он технически мог профессионально, грамотно установить это оборудование. В селе 15 дошколят и около 20 школьников. Президент заверил, что в скором времени по его поручению будет открыта благоустроенная площадка для детей. Создание такой площадки улучшит условия для досуга и станет важным социальным объектом. Президент вместе с главой Сухумского района осмотрел место, где ранее располагался фельдшерский пункт, а также сельскую школу. На месте было принято решение разместить фельдшерский пункт в одном из кабинетов школы с отдельным входом, чтобы не мешать учебному процессу. В ходе своей поездки в село президент посетил местный православный храм, где пообщался с прихожанами. Президент также ознакомился с ходом восстановительных работ памятника павшим защитникам Кавказа. Реконструкция проходит в рамках программы к 80-летию Победы, финансируемой Фондом президентских грантов Российской Федерации. Когда к завершению? Дней через 5. Дней через 5 можно будет уже. Да. Ну, это хорошая возможность, значит, в рамках программы, которая была по восстановлению и реставрации объектов Великой Отечественной, из Фонда президентских грантов Российской Федерации более 80 сел воспользовалась такими условиями и приводят в порядок. Бадра Гунба также посетил пограничное отделение ПСХУ погрануправления СГБ, где ознакомился с условиями службы военнослужащих. В завершении поездки глава государства подвел итоги. К сожалению, есть проблемы, которые не решаются на протяжении определенных лет. Сегодня мы выслушали жителей села. Значит, они нас проинформировали о тех проблемах, с которыми они сталкиваются. Это вопросы, связанные и с энергообеспечением села, вопросы, связанные с медицинским обслуживанием, вопросы, связанные с дорогами, электрификацией и ряд других вопросов, которые мы намерены обязательно взять на контроль и дать определенные поручения для решения этих задач. Для нас очень важно, чтобы в каждом селе были созданы благоприятные условия для наших сельчан. Добраться в Псху на самолете можно примерно за 40 минут, тогда как поездка на транспортном средстве занимает существенно больше времени из-за труднодоступности села. Шазина Ханагу, Саида Гухава, Абхазское телевидение. 170 нарушителей пограничного законодательства задержали сотрудники СГБ Абхазии и погрануправления ФСБ России в Абхазии в первом полугодии 2025 года, сообщает пресс-служба СГБ. За незаконное пересечение государственной границы возбуждено 19 уголовных дел. 9 человек привлечены к уголовной ответственности. Пресечено более 40 попыток незаконного перемещения грузов через абхазо-грузинскую границу, в том числе более 2000 таблеток, содержащих психотропное вещество фенобарбитал. Изъята табачная продукция на общую сумму более 500 тысяч рублей, а также церковные иконы, представляющие культурную ценность. Утром 14 июля в селе Верхняя Яштхуа произошел пожар. На место выехали 2 пожарных расчета пожарно-спасательной части Сухума. Огонь был оперативно ликвидирован, пострадавших нет, причины пожара выясняются. На базе Айтар в Сухуме открыли Академию гостеприимства Абхазии. Церемонию официального открытия посетили вице-премьер Вараздат Минасян и министр туризма Астамур Логуа. Проект направлен на улучшение качества туристических и ресторанных услуг в республике. Первые группы учащихся Академии уже набраны. Уже в сентябре первый выпуск окончит учебу, а лучшие поедут на стажировку в Турцию. А Элита Арутюнян расскажет детали. Увлеченные слушатели с интересом участвуют в тренинге, где предполагаются лекции, интерактивное общение и не только. Участники стараются получить как можно больше полезной информации, которую впоследствии смогут применить на практике. Где ручка от чашки? Ручка от чашки. Значит, она должна была подать мне.
Я сама управляю большим персоналом, и линейный персонал – это такая основа сердца отеля, и, конечно же, им нужно образование. Все-таки, когда специалисты передают свой опыт, делятся стандартами, это очень важно. Наша задача сделать все для того, чтобы гость, который приехал к нам единожды, захотел к нам вернуться. И это не может быть задача одного человека, управляющего, например, как я, да, это общая задача всего персонала. И мы очень надеемся, что такой проект улучшит нашу работу, и мы улучшим свое гостеприимство. Академия гостеприимства открыта на базе пансионата «Айтар» в Сухуме. Цель проекта – подготовка и переподготовка кадров для гостинично-ресторанного бизнеса, что позволит улучшить качество услуг в этой сфере. И рынок труда сегодня требует все больше и больше кадров, причем кадров линейного персонала, то есть это рабочие профессии. Это горничные, официанты, администраторы, те, которые каждую минуту находятся с гостем. Вот, к сожалению, сегодня, что в Абхазии, что в России, нет таких учебных заведений, которые готовили бы эти кадры. И, наверное, по аналогии, как и в России, создаются разные образовательные центры. Вот Академия является таким образовательным центром. Преподают в Академии ведущие специалисты с международным опытом в сфере гостеприимства. Помимо теории, для учащихся будут организованы практические занятия на мировых курортах за счет российских туристических компаний, работающих в Абхазии. Мы рассматриваем государственно-частное партнерство. Да, у нас первый проект, он для государственных средств размещения на сегодняшний день. Это благодаря тому, что руководители этих средств размещения понимают, что должно это движение начаться. Вот мы его начали. На сегодняшний день у нас около 50 слушателей. Мы их называем слушатели, потому что это программа дополнительного образования. Это горничные, еще раз официанты, да, повторюсь, администраторы. Есть руководители служб, которые тоже с нами всегда в зале, на наших стажировках. Мы вместе с ними проходим объекты, их предприятия, например, там общепит, да, или служба приема размещения. Все учимся вместе. Министр туризма Астамур Логуа, посетивший мероприятие, поприветствовал слушателей первого набора, пожелав им удачи и успехов. Самая главная задача, из года в год мы говорим о том, что мы хотим улучшить качество сервиса, привлечь еще больше людей в Абхазию. И для этого нам необходимо каждый день каждому из нас на своем уровне самообразовываться. Я думаю, что такого рода школа, которую Академией мы называем, будет как раз способствовать этому. Мы будем стараться сделать программу еще интереснее, насыщеннее. Это только начало. Уверяю вас, в будущем году будет все гораздо масштабнее. Абхазия – страна с весомым турпотоком, поэтому в республике необходимо большое количество профессионально обученных кадров в сфере предоставления туристических услуг. Мы с нашими российскими партнерами, вы знаете, что даже на уровне правительства в дорожной карте по развитию туризма есть такая позиция, что российские коллеги нам готовы помочь. Помочь кем? Помочь преподавателями, которые будут приезжать. И вот в нашей академии, которую мы создаем на базе тургостиницы «Айтар», будут проходить лекции, семинары. Астамур Логуа отметил важность развития сервиса в стране. Он сообщил, что лучшие выпускники первой группы Академии гостеприимства смогут отправиться на прохождение практики в Турцию. Сейчас мы начинаем в первую очередь со своих подведомственных групп. Это тургостиница «Айтар» и курорт Пицунда. Но наши двери для всех открыты, потому что мы работаем на страну. И мы ждем в этой академии представителей малого, среднего бизнеса. Мы поддержим и обучим ваш персонал. Мы говорим уже и с рестораторами, и есть очень много откликов. Рестораторы ждут, когда же они смогут отправить своих сотрудников на повышение квалификации. И очень хочу отметить, что помимо практических занятий, помимо семинаров, которые проходят здесь, и курс лекций, который мы даем, наши друзья-туроператоры, огромное им спасибо за это, они готовы за свой счет отправить эту группу после практических занятий, после курса лекций на практику в Турецкую Республику. Самые лучшие отели, чтобы увидеть, как это происходит наяву в тех курортах, которые себя уже давно зарекомендовали. Абхазия – страна души, известная красотой своей природы и гостеприимностью, а такие проекты направлены на улучшение качества туристической сферы и привлечению большего количества туристов. Айлита Арутюнян, Рамукамкия, Абхазское телевидение.
Туристический сезон в этом году стартовал с некоторым отставанием из-за холодной погоды в начале лета. В целом, несмотря на задержку в начале сезона, перспективы туристического сектора выглядят оптимистично. Наша съемочная группа побывала в основных достопримечательных местах столицы, а также пообщалась с ательерами. Опрошенные туристы в целом оценили отдых в республике как положительный. Репортаж Гунды Шоуа. Из-за холодной погоды в мае и июне турсезон 2025 начался с некоторым отставанием. Однако, как только солнце начало пригревать, температура воздуха поползла вверх, путешественники, истосковавшиеся по отдыху, ринулись к излюбленным местам. Ботанический сад – один из центров притяжения туристов в столице. Первый раз отдыхаем прямо в Абхазии, до этого были на экскурсиях. Понравилось и решили приехать именно отдохнуть сюда. Отдыхаем с семьей. Все очень нравится, народ гостеприимный, красота природы неимоверная просто. Бывали уже по второму разу, проехали озеро Риица, Новый Афон, и можно ездить и ездить, не надоедает, очень красивое море, чистейшее. Мы приехали с семьей из Новосибирска, как прилетели, приехали, живем сейчас временно в Алахадзе, сюда приехали, ботанический сад, посетить не только сад, но и сам город посмотреть, и вообще окрестности. Отдыхается хорошо, погода хорошая, море теплое. На песчаном пляже пока не были, но надеюсь, все получится. Все хорошо, вежливые, все нормально. Полиция внимательная очень, ГИБДД особенно. Ботанический сад с его богатой коллекцией растений со всего мира станет настоящим спасением для тех, кто искал уединение и красоту в городской суете. Разнообразие цветущих кустарников, тенистые аллеи и прохлада прудов с цветущими кувшинками создают идеальные условия для неспешных прогулок и фотосессий. Прекрасный отдых, чистая вода, отличная нетронутая природа. То есть полный спектр впечатлений, все классно, все нравится. Но сейчас наслаждаемся прогулкой по дендрарию, изучаем экзотические растения, знакомимся с природой разных стран, которые все здесь собрано, и заодно познаем абхазский колорит. Пока что мы не так долго здесь, несколько дней, но я скажу так, впечатления в целом такие комплексные, все понравилось. В общем, все понравилось, и мы уже решили, что обязательно спланируем следующий отпуск, или один из ближайших тоже здесь. Может быть, съездим еще в какие-нибудь города Абхазии, может быть. Пока что мы под приятным впечатлением. В Абхазии набирает популярность инклюзивный отдых, предоставляющий возможность людям с ограниченными возможностями насладиться красотой природы и культурным наследием страны. Наша страна обладает большим потенциалом для развития этого направления. Живописная природа, теплое море и гостеприимство местного населения создают благоприятную атмосферу для отдыха с реабилитацией детей с особенными потребностями. Я мама ребенка с особенностями. Мы приехали в Абхазию, чтобы получить массу впечатлений, потому что для такого ребенка очень важно получать тактильный контакт, развивать сенсорные функции, то есть чувствовать, видеть, пробовать. И, соответственно, море нам помогает успокоиться и максимально, так скажем, прийти в гармонию ребенку самому с собой, потому что у нас сын безумно любит воду, и, соответственно, это наш первый выезд на море, соленая вода, он в восторге, появляются новые слова, мы уже освоили слово «соль». Для нас это продвижение. Заполняемость гостиниц в мае-июне текущего года в процентном соотношении значительно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но с началом жаркого июля наблюдается положительная динамика. Об этом рассказал директор гостиницы «Интерсухум» Сосо Каджая. По сравнению с прошлым годом очень мало людей в этом году. Если процентное отношение возьмем, если около 50% наполняем. В прошлом году было где-то 70 до 80. Вот такая соотношение. Говорят, что будут, у нас броней так мало. И людей, я не знаю, какая причина, но мало людей очень. У нас, я думаю. А других я не знаю, но в общем, что говорят, тоже мало людей. По сравнению с прошлым годом. У нас есть договоренность с турфирмами. И потом сами люди тоже приезжают, бронируют. Я надеюсь, что все будет хорошо. Ждем людей. Сказали после 15-20, сказали пойдет.
Ну и погодные условия тоже. Вот в июнь месяц, в начале июля, какая погода была? Прохладно. Люди тоже смотрят, наверное, по интернету смотрят, что прохладно, и тянут, наверное, свой отпуск чуть-чуть дальше. Чтобы приехали, чтобы отдохнули хорошо. Вот сейчас вот эти 2-3 дня я уже чувствую, что чуть-чуть уже улучшение пошло. Она отдает полностью всем людям свои какие-то такие, вы знаете, вот нотки добра, нотки гостеприимства, да, всегда улыбается, всегда нас принимают в радужном настроении. Вот. Не было ни одной ситуации, чтобы мы пожалели, что мы приехали именно в Абхазию. Отдыхаем в Абхазии уже 8-й год. Отдыхаем в санатории Интерсухум. Нам очень нравится, здорово. Абхазия и Россия, мы вместе. Абхазия активно развивается как туристическое направление, предлагая широкий спектр услуг и развлечений. Строятся новые отели и гостевые дома, улучшается инфраструктура, появляются новые экскурсионные маршруты. При этом страна старается сохранить свою уникальную культуру и традиции, что делает отдых здесь особенно привлекательным для тех, кто ценит аутентичность и колорит. Кундашова, Аля Самичпа, Абхазское телевидение. В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на разработку эскизного проекта памятника поэту Юо Когоне, сообщает пресс-служба Кабмина. Памятник планируется установить в сквере имени Когоня, в том же месте, где ранее был установлен бюст поэту. Данное решение принято с учетом значимости вклада Когоня в развитие национальной литературы и культуры, а также по многочисленным обращениям общественности и творческих союзов. Глава администрации Сухума Тимур Агарба принимает участие в форуме «Архитектура для человека», который стартовал в Москве 14 июля. Цель программы – формирование насмотренности в создании среды для человека через архитектурные решения, ландшафтный дизайн и развитие инфраструктуры. Площадка собрала до 170 человек в одном потоке, среди которых губернаторы России, вице-губернаторы, главные архитекторы, мэры. Столичные коммунальные службы приступили к ремонту дороги на переезде под железнодорожными путями с улицы Эшба на улицу Бейкуа. Этот участок будет закрыт до окончания всех работ приблизительно около 2 недель. Администрация города Сухум приносит извинения за вызванные временно неудобства. По поручению главы администрации и обращению граждан приступили к работам по ремонту полотна дорожного на переезде между улицами Бегуа и Цезария. В кратчайшие сроки планируем завершить работы. На данном этапе демонтируют все бетонное полотно. После будут армировать и заливать бетоном. Также планируется очистить отрезок от улицы Цезария до военкомата, от ила и наноса самого грунта. Прием документов от абитуриентов, желающих поступить в Абхазский государственный университет, продлен до 17 июля. АГУ предлагает 10 направлений. Здесь можно получить образование по более чем 40 специальностям. Сдать документы можно ежедневно с 10 утра до 4 часов дня. Сольный концерт пианистки Ланы Адлиба пройдет в Абхазской филармонии 16 июля. Лана Адлиба – студентка 3-го курса Московской государственной консерватории имени Чайковского. Она неоднократно выступала на главных концертных площадках страны, демонстрируя прекрасное владение инструментом. В программе концерта будут звучать произведения Бетховена, Шопена, Брамса, Скрябина, Бузони и Шостаковича. Начало в 19 часов. Сборная Абхазии по профессиональному домино стала серебряным призером в открытом международном турнире «Мехико-2025». В составе 30 команд соревновались 250 спортсменов из разных стран мира. В состав команды из Абхазии вошли Саид Ашуба, Инал Какоба, Алмаз Габуния и Инал Аркун.
А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные осадки, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 28-33. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.